Место, которое буду читать, записано в Евангелии от Луки, в 18 главе, с 18 стиха. Aš skaitysiu Luko Evangeliją 18 skyrių nuo 18 eilutės. И спросил его некто из начальствующих: «Учители благие, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одно недостает себе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. И Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеку возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобой». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и век будущей жизнь вечной». Аминь. Vienas valdininkas jį paklausė: Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinai gyvenimą? Jėzus jam atsakė: Kodėl vadini mane geru? Ne vieno nėra gero, tik vienas Dievas. Įsakymų žinai: nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė: Viso šito laikausi nuo savo jaunystės. Tai išgirdęs, Jėzus jam tarė: Tau trūksta vieno dalyko. Parduok visą, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Tai išgirdęs jis nusiminė, nes buvo labai turtingas. Matydamas jį nuliūdusi, Jėzus prabilo: Kaip sunkiai turintieji turtų įeis į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Girdėjusieji tai paklausė: Kas tada gali būti išgelbėtas? Jis atsakė: Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. Tada Petras tarė: Štai mes viską palikome ir nusekėme paskui tave. Jėzus atsakė jiems: Iš tiesų sakau jums, nėra nė vieno, kuris paliko namus ar tėvus, ar brolius, ar žmoną, ar vaikus dėl Dievo karalystės, ir kuris jau šiuo metu negautų nepalyginamai daugiau, o busimajame pasaulyje amžinojo gyvenimo. Итак, мы прочитали довольно большой отрывок Священного Писания. Štai mes perskaitėm pakankamai ilgą ištrauką iš Šventojo И вы rašto. знаете, об этом событии повествуют три евангелиста: Матфей, Марк и Лука. Žinote, apie šios įvykius kalba 3 evangelistai - Matas, Morkus ir Lukas. И все три евангелиста примерно в той же самой последовательности рассказывают эту историю. Ir visi 3 evangelistai panašia tvarka kalba apie šitą istoriją. То есть они рассказывают о неком человеке, здесь мы прочитали одном из начальствующих, который подошел к Иисусу, что-то говорил. Jie kalba apie kažkokį žmogų, kuris šioje vietoje minimas kaip vienas iš valdininkų ir kuris priėjo prie Jėzaus ir pradėjo su juo pokalbį. И сразу же после этой истории подходит Петр и начинает задавать Иисусу какой-то вопрос. Ir iš karto po šitų įvykių Petras prieina prie Jėzaus ir pradeda užduoti tam tikrus klausimus. И мы можем сделать логический вывод, что эти два события, они очень тесно связаны. Ir mes galime daryti loginę išvadą, kad šitie du įvykiai, jie yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Вы знаете, когда мы читаем Библию, мы иногда к ней привыкаем, к каким-то событиям, и они к нам как-то звучат как-то очень так далеко. Žinote, kai mes skaitome Šventąjį raštą, kartais mes priprantame prie tam tikrų įvykių ir jie tampa mums tokie tolimi. Где-то что-то было, кто-то где-то ходил, кто-то встал, пошел, исцелился. Kažkur kažkas vyko, kažkas vaikščiojo kažkur, kažkas buvo išgydytas, pakilo ir nuėjo toliau. Но иногда я читаю Библию, пытаюсь оказаться внутри этих событий и подумать, что там на самом деле произошло.
Bet kartais, kai skaitau šventąjį raštą, aš bandau įsivaizduoti tų įvykių, sukūrėje save ir bandau įsivaizduoti, kasgi ten iš tikrųjų įvyko. Я сегодня хочу пригласить вас поучаствовать или стать участником этой истории. Ir šiandien noriu pakviesti jūs dalyvauti drauge ir tapti šios istorijos dalyviais. Я хочу попросить вас поближе подойти к этому молодому человеку Иисусу и Иисусу, который общается с ним. Aš norėčiau, kad jūs kartu su manimi prieitumėte arčiau prie to jauno žmogaus, kuris kalbasi su Jėzumi. Давайте послушаем их разговор, насчет чего они вообще говорят. Paklausykime jų pokalbį, apie ką jie kalbasi. Было много народу, Иисус учил, как всегда, потом все разошлись, и подходит молодой человек. Buvo daug žmonių, Jėzus kaip įprastai mokino žmonės ir staiga prie jo prieina jaunas žmogus. Евангелист Лука пишет об одном из начальствующих. Evangelistas Lukas paminė jį, įvardina kaip vieną iš valdininkų. Евангелист Матфей пишет как о богатом юноше. Matas mini, kad tai buvo tiesiog turtingas jaunuolis. Итак, это был молодой человек, примерно до лет 40, примерно, ну не более, потому что говорится как о юноше. Taigi tai buvo jaunuolis, kuris buvo nuo daugiau negu 40 metų amžiaus. Но евангелист Лука пишет, что начальствующий. Bet Lukas rašo, kad tai buvo valdininkas. В то же самое время все три евангелиста говорят о его очень высоком моральном уровне. Tuo pat metu visi trys evangelistai paminė, kad jisai turėjo aukštą moralės lygį. Итак, этот человек подходит и говорит: Иисус, что мне сделать, чтобы спастись? Очень хорошее желание. Taigi tas žmogus prieina prie Jėzaus ir sako: Jėzau, ką turėčiau daryti, kad būčiau išgelbėtas? Tai yra labai geras noras beje. Иисус, в принципе, говорит довольно стандартные вещи, которые он знал. Ir Jėzus kalbėjo pakankamai standartiškus dalykus, kuriuos jisai žinojo ir iki tol. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Nesvetimauk, nevok, nežudyk, gerbk savo tėvą ir motiną. И этот человек говорит: я все это сохранил. Ir tas žmogus sako: aš viso to laikausi. Это просто хороший пример для подражания. Tai iš tikrųjų yra geras pavyzdys, sektinas pavyzdys. У него есть богатство, Jisai turi turtus, у него есть какая-то определенная власть, jisai turi tam tikrą и valdžios он lygį. очень морально, у него есть очень высокий моральный уровень. Ir jisai turi geras moralinės vertybės. Вы стоите возле этих людей, вы слышите, о чем они разговаривают? Jūs stovite dabar prieš tų žmonių, ar girdite jų pokalbį? Я наблюдаю за ними, и я понимаю, что это хороший пример для подражания. Ir stebėdama šitos žmonės, aš suprantu, kad tai yra sektinas pavyzdys. Обычно люди зарабатывают свое какое-то состояние к годам 50, может, к 60, когда уже жизнь заканчивается. Dažnai žmonės sukaupia didesnius turtus, kai jiem yra 50, 60 arba kai jau gyvenimas eina prie pabaigos. У них есть много денег, но нет уже здоровья. Ir tada tie žmonės turi daug pinigų, bet dažnai neturi sveikatos. Очень мало людей, кто может сказать, что я заработал огромное состояние, и при всем этом сказать, что я не нарушил каких-то заповедей. Netiek daug žmonių yra, kurie gali pasakyti, kad jie uždirbo daug pinigų ir tuo pat metu jie laikėsi visų įstatymų. Очень часто большие какие-то финансы или достижения в финансовом или в бизнесе, они идут параллельно с нарушением каких-то определенных законов. Labai dažnai didelė finansinė sėkmė, jinai eina drauge su tam tikrais nusikaltimais arba ne visai tokiu jau švento rašto Этот laikymusi. человек был особенным. O tas žmogus buvo ypatingas. Я хочу повторить. Он был богатым, Aš noriu еще не pakartoti. старым и с высоким уровнем морали. Jisai buvo turtingas, dar jisai buvo jaunas ir turėjo aukštą moralės lygį. Я читал эту историю, стою возле них, так рассуждаю и думаю: Иисус, какой хороший ты человек. Aš stovėjau prie tų žmonių, kada jie kalbėjosi ir galvojau: Jėzau, koks geras tu žmogus. Но Иисус что-то ему говорит. Bet Jėzus jam kažką kalba. Иди, говорит, все продай, раздай нищим и следуй за мной. Jisai sako jam: eik, viską parduok, išdalink neturtingiesiem ir tuomet sek paskui mane. И мы во всех трех Евангелиях находим, что он разворачивается и с печалью уходит от Иисуса. Ir visose trijose evangelijose randame, kad tas žmogus apsisuka ir su giliu liūdėsiu palieka Jėzų. Да, Иисус показал на его сторону, которая очень сильно держала его, на его проблему. Jėzus nurodė į tą jo pusę, kuri labai jį laikė, jo problema. Но вы знаете, возле Иисуса, этого молодого человека, нас с вами, которые окружают, стояли еще ученики Иисуса Христа и Петр. Ir tada prie mokytojo ir prie to žmogaus, ir įsivaizduokime, kad ir mes tenais esame, dar tenais buvo Jėzaus mokiniai.
Когда-то я читал эту историю, как всегда, откроешь Библию, читаешь какую-то, ну и, в принципе, ты же на середине главы не закончишь, нужно дочитать главу до конца. Aš kai skaičiau šitą istoriją, tai kaip ir nenorėjau pabaigti ties viduriu, reikėjo pabaigti iki galo skyrių. Я читаю, смотрю, подошел человек, поговорил с Иисусом, печалился, ушел. Aš skaitau ir matau, kad priejo žmogus, pakalbėjo su Jėzu, nuliūdo, apsisuko ir nuėjo. Но мы читали немного дальше. Bet mes skaitome truputėlį toliau. В тот момент, когда этот человек уходит от Иисуса, Ta akimirka, kada tas žmogus nueina tolyn nuo Jėzaus, я вижу Петра, который что-то не понимает. aš matau Petrą, kuris kažko nesupranta. Как только человек, молодой уходит, подходит Петр к Иисусу и говорит: Иисус, Kai tik tai tas žmogus nueina nuo Jėzaus, Petras prieina prie Jėzaus ir sako, Jėzau, мы оставили все и последовали за тобой. mes palikome viską ir mes nusekėme paskui tave. Евангелист Лука просто пишет такое вот, выражение: мы оставили все и последовали за тобой. Lukas rašo aiškiai, mes palikome viską ir nusekėme paskui tave. Другой евангелист пишет и дополняет, и говорит: а что нам за это будет? А что нам? O kitas evangelistas rašo daugiau, o kas mums bus už tai? Дорогие друзья, братья и сестры, молодые люди, Brangus draugai, broliai ir seserys ir jauni žmonės, я сегодня наблюдаю за верующими людьми и за собой в том числе. aš šiandien stebiu tikinčiuosius žmonės ir save patį. Мы, как нормальные люди, мы смотрим, что вокруг нас творится. Mes kaip normalų žmonės, mes dairomės aplinkui ir žiūrime, kas yra. Мы смотрим Инстаграм, Ютуб, Фейсбук, не знаю, в каких там сетях еще вы находитесь. Mes stebime socialinius tinklus, Facebookas, Instagramas ir kitus. Еще где? И ТикТок. ТикТока нету, а все остальные TikToko есть. negalima nepaminėti. И мы видим эту прекрасную картинку жизни, которая находится вокруг нас. Taigi mes matome tą nuostabų gyvenimo paveiksliuką tų žmonių, kurie yra aplink mus. И мы видим огромное количество людей, которые замечательно живут. Ir mes matome didelį kiekį žmonių, kurie gyvena įtin nuostabiai. И мы, верующие люди, счастливы, радуемся, приходят в воскресенье, поем песни красивые. Ir mes tikėti žmonės laimingi, džiaugiamės, ateina sekmadienis, mes gėdame nuostabias giesmes. Но наступает понедельник, вторник и рабочая неделя. Bet po to ateina pirmadienis, antradienis ir prasideda darbinė savaitė. Начинаются какие-то недовольства на работе, какие-то вопросы в семье, с друзьями. Prasideda nepasitenkinimas darbe, kažkokie keisti klausimai šeimoje arba su draugais. Я в своей жизни наблюдаю немало разочарованных верующих людей. Savo gyvenime matau labai daug nusivylusių tikinčiųjų žmonių. Они смотрят на свою жизнь, на свое христианство, Jie žiūri į savo gyvenimą, į savo krikščionybę, потом смотрят на соседа или соседку po to žiūri į kaimynus и думают: Иисус, ir у galvoja, меня "Jėzau, что-то не сходится. kažkas nesueina pas mane. Я смотрю на этого Петра, и я представляю, как этот вот Петр, он стоял с Иисусом, и вдруг видит, его друг подходит к Иисусу. Aš įsivaizduoju, kaip Petras stovėjo su Jėzumi ir staiga mato, kad jo draugas prieina prie Jėzaus. Может, этот человек сидел с ним на одной партии в синагоге. Galbūt tas žmogus sėdėjo su juo viename suole sinagogoje, Они ловили там каких-то карасей с одного озера. arba galbūt jie gaudė tas pačias žuvytes iš И, vieno может быть, он ežero. хотел поздороваться уже с ним, но этот человек подошел первый к Иисусу. Ir galbūt jisai norėjo pasisveikinti su juo, bet tas žmogus pirmiau priejo prie И он Jėzaus. начинает рассказывать: Иисус, я вообще ни в чем не нуждаюсь, у меня все есть. У меня есть власть, богатство, Ir jis все pradėjo хорошо. pasakoti, Jėzau, man nieko netrūksta, turiu valdžią, turiu pinigų ir viskas pas mane yra itin nuostabu. А Петр стоит в стороне O Petras stovi и kamputyje думает: какой позор. ir galvoja, kokią gėdą, Что ему сказать? ką dabar galėčiau jam pasakyti, Что мне ничего нет? kad aš nieko Потому neturiu, что я пошел за Иисусом Христом? nes aš nusekiau paskui Jėzų. Насколько ты сегодня счастлив в Господе? Kiek šiandien tu esi laimingas viešpatyje? Это очень серьезный вопрос, который я не буду задавать, может, в воскресенье себе, потому что мы приходим, мы счастливы. Ir tai yra labai rimtas klausimas, kurio galbūt aš neužduosiu savo sekmadienį, nes Nu, mes завтра, ateiname į когда ты bažnyčią придешь ir после- esame visi laimingi drauge. Но завтра, когда придешь уставший после работы, Bet rytoj, kada ateisi pavargęs po darbų, когда у тебя что-то не пойдет или что-то разрушится, kad tau kas nors nepavyks arba kažkas sugrius, как ты себя чувствуешь? kaip tu tada jautiesi? Насколько ты понимаешь, что у тебя есть тот, кто заботится о тебе? Kiek tu supranti, kad turi tą, kuris rūpinasi tavimi? Есть очень важный момент, который должен помнить каждый верующий человек в своей жизни. Yra labai svarbus dalykas, kurį turėtų prisiminti kiekvienas tikintis žmogus savo gyvenime. Дорогой друг, ты Дорогой не друг. сирота, у тебя есть отец. Tu nesi našlaitis, tu turi tėvą.
Мы, как верующие люди, мы красивые сейчас песни пели, все Иисусу отдаю я, или там я в своих руках, и такого образа. Mes kaip tikinti žmonės gėdojame nuostabės giesmes, viską atiduodu Jėzui arba aš esu tavo rankose ir panašiai. Я верующий человек, читаю Библию, молюсь, Aš tikinti žmogus, aš skaitau šventąjį но я raštą, не aš всегда могу meldžiuosi, петь, потому что хочется плакать. bet ne visą laiką galiu gėdoti, nes kartais norisi verkti. Потому что анализирую свою жизнь, ситуации, события, финансовое положение, еще какие-то моменты. Nes aš analizuoju savo gyvenimą, savo finansinę būklę ir kitus klausimus. Потом встречаю своих богатых друзей, Po to aš susitinku su savo turtingais draugais. и мне хочется подойти к Иисусу и сказать: Иисус, я пошел за тобой, что дальше? Ir man norisi prieiti prie Jėzaus ir pasakyti, Jėzau, aš nusekiau paskui tave. Да, я Kas спасенный, toliau? да, я спасенный человек, грехи прощены, как бы к этому уже привыкаешь, все хорошо. Taip, aš esu išgelbėtas žmogus, mano nuodėmės yra atleistos ir aš prie to pripratau ir viskas atrodo čia gerai ir taip turi būti, Но хочется и дальше. bet norisi daugiau. Тебе хочется показать красивую картинку своей жизни в Инстаграме, в Фейсбуке. Norisi parodyti savo gražų gyvenimo paveiksliuką Instagrame ir Facebook'e. Тебе хочется сказать, что ты на самом деле достиг какого-то уровня. Tau norisi pasakyti, kad tu pasiekiai tam tikrą lygį, Но есть проблема одна в жизни. bet yra viena gyvenime problema. Ведь ты за Иисусом пошел. Tu juk nusekiai paskui Jėzų. И такое ощущение, что ты какой-то ограниченный человек. Ir atrodo, kad liktai tu būtum toks ribotas žmogus. Есть очень важный момент в жизни верующего человека, Yra labai svarbus dalykas tikinčiojo žmogaus gyvenime, о котором ты должен напоминать себе день за днем. apie kurį tu turėtum priminti savo dieną po dienos. Ты не сирота, у тебя есть отец. Tu nesi našlaitis, tu turi tėvą. Я понимаю, что у нас второй день есть солнце, и все хорошо, а завтра тоже будет, наверное, хорошо, потому что жаркий день. Šiandien žinau, kad yra sekmadienis ir tikrai viskas nuostabu, nes diena yra šilta, tikėtina, kad bus labai panašiai rytoj. Но я отчетливо помню моменты в своей жизни, когда трудно голову оторвать от земли, потому что тебя проблемы просто задушили. Bet aš tikrai prisimenu tos momentus savo gyvenime, kada labai sunku pakelti nuo žemės galvą, nes problemų yra daugiau, negu tu gali pakelti. Когда тебе хочется спрятаться и не говорить, что ты верующий человек, потому что ответа нет в своей жизни. Kada tu norisi pasislėpti ir nesakyti, kad tu esi tikintis žmogus, nes neturi savo gyvenime atsakymų į klausimus. Когда ты молишься, а Бог как бы не отвечает на твой вопрос. Kada tu meldėsi, bet Dievas neatsako į tavo klausimus. Когда ты пытаешься найти выход, но этого выхода нету, потому что видишь тупик, и кроме тупика больше ничего. Kada tu bandai rasti išeitį, bet tu matai tik tai aklavietę ir be tos aklavietės daugiau nieko nėra. В твоей жизни есть Отец. Tavo gyvenime yra tėvas. И Иисус говорит Петру: Ir Jėzus sako Petrui. Петр, я понимаю, что ты подошел, наверное, самый смелый, и это мнение, может, всех остальных учеников. Ir jisai sako, gerai, Petrai, suprantu, kad tu esi drąsus ir galbūt protingas ir protingesnis negu kiti И mokiniai. он начинает с простых физических доступных вещей, может быть, о чем Петр очень давно мечтал. Ir jis pradeda kalbėti nuo paprastų fizinių, tokių prieinamų dalykų, apie kuriuos Petras galbūt labai seniai svajojo. И Иисус говорит: нет вообще никого, кто оставил бы дом, родителей, кто чем-то бы пожертвовал, и за это бы не получил ничего, не говоря уже, как Иисус в конце говорит, не говоря уже о вечной жизни. Ir Jėzus pasakė, nėra tokio žmogaus, kuris būtų palikęs savo namus, tėvą, motiną, žmoną ir nusekęs paskui Jėzų ir negautų už tai daug daugiau. Я понимаю, что может быть просто говорить: есть забота Отца в жизни твоей и моей. Ir galima paprašiau pasakyti, kad yra rūpestis tavo ir mano tėvo gyvenime. Но я, как верующий человек, в своей жизни иногда начинаю в этом сомневаться. Bet kaip tikintis žmogus savo gyvenime kartais pradedu tuo abejoti. Почему? Потому что тупик приходит в жизнь мою или твою. Kodėl taip gaunasi, nes kartais aš arba tu prieiname aklavietę savo gyvenime. Есть одна история, которая меня очень сильно перевернула в моей жизни. Ir yra viena istorija, kuri labai stipriai mane pakeitė. Я кому-то уже рассказывал, но я сегодня повторю. Kažkam aš esu jau ją pasakojęs, bet dabar pasikartosiu. Однажды мы в нашей церкви праздновали какой-то праздник, я не помню, какой там был праздник. Kažkada bažnyčioje mes šventėme šventę, dabar neprisimenu, kokia tiksliai ta šventė buvo. Суть в том, что к нам приехали гости из другого города, и у нас после служения мы как бы общались друг с другом. Esmė tame, kad pas mus atvažiavo svečiai iš kito miesto ir po susirinkimo mes likome draugė bendrauti vieni su kitais. И вы знаете, много незнакомых людей, дети бегают, там что-то чем-то Ir занимаются. buvo tokia situacija, kai buvo daug nepažįstamų žmonių, šalia bėgiojo vaikai, kažko užsiėmė. И я слышу вдруг, что в комнате там что-то происходит, там дети что-то пытаются там договориться, какой-то плач стоит. Ir aš girdžiu, kad kambaryje kažkas vyksta, vaikai bando kažką susitarti, girdžiu verksmą. Я захожу в эту комнату и смотрю, что стоит маленькая девочка, не знаю, сколько там, может, 5 лет примерно, и она плачет аж взахлеб, когда уже не может вздохнуть, так аж вот так вот поднимает Ir ее aš einu всю. į kambarį ir randu tenais mergaitę, gal kokių 5 metų amžiaus, ir kada jinai verkia ir tiesiog net pasikūkčiodama.
Возле нее стоит девочка чуть постарше, которая пытается ее успокоить. Šalia jo stovi šiek tiek vyresnė mergaitė, kuri bando ją nuraminti. И вы знаете, ситуация, когда маленький ребенок плачет, она такая, ну, неприятная. Тебе хочется как-то ей помочь. Я начал разбираться, в чем дело. Ir žinote, ta situacija, kai mažas vaikas verkia, jinai yra nemaloni, tau norisi kažkaip padėti ir aš pradėjau aiškintis, kas atsitiko, kokia situacija. И, конечно, как-то, как взрослый человек, тебе кажется, что сейчас, ну, придут родители, начнут ей помогать, ей Ir успокаивать kaip как-то. suaugusiam žmogui atrodo, kad tu ateis tėvai ir jie pradės ją raminti. И вот стоит эта маленькая девочка, которая взахлеб плачет, рядышком чуть постарше, которая пытается успокаивать, и вся эта вот такая, ну, ситуация накалившаяся. Taigi stovi ta maža mergaitė, kuri verkia pasikūkčiodama ir šalia jo stovi vyresnė mergaitė, kuri bando ją nuraminti. И вдруг подходит человек, который просто переворачивает мое сердце. Ir tik ateina žmogus, kuris tiesiog apverkčia, užtinkoja mano širdį. Вдруг я возле себя слышу, она сирота. Ir staiga šalia savęs girdžiu, jinai yra našlaitė. Как только я рассказываю эту историю или вспоминаю, друзья, мне просто сердце, оно наливается, не знаю, какой-то горечью. Kai aš tik tai prisimenu šią istoriją ir kalbu apie ją, mano širdis labai nuliūsta. У маленького человека должен быть отец, мать, которые всегда должны защищать ее. Mažas žmogutis turėtų turėti mamą ir tėtį, kuri visą laiką turėtų ją Которые должны rūpintis ir ją прийти, ginti. ей помочь, сказать, что ты молодец, что мы за тебя и так Kurie далее. tokioje situacijoje turėtų ateiti, jai padėti ir pasakyti, kad jie yra už ją. Но стоит эта маленькая девочка, плачет захлеб и понимает, что ей некому помочь. Bet štai stovi ta maža mergaitė, jinai verkia pasikūkčiodama ir jinai supranta, kad nėra nieko, kas jai galėtų padėti. Она может громко плакать, тихо плакать, она может чувствовать все, что хочет, но ей некому помочь. Jinai gali verkti garsiai arba tyliai, jinai gali jausti belenkiek jausmų, bet nėra nieko, kas jai galėtų padėti. Сирота, которой некому помочь. Našlaitė, kuria nėra kam pasirūpinti. Сегодня много верующих людей. Šiandien yra daug tikinčių žmonių Такое ощущение, что они сироты. ir atrodo, lyg tai jie būtų našlaičiai. Они ходят печальные. Jie vaikšto nusiminę. Меня никто не слышит, мне никто не помогает. Manęs niekas negirdi, man niekas nepadeda. Помнишь ли ты то, Ar tu что в твоей atsimeni, жизни есть отец? kad tavo gyvenime yra tėvas? Помнишь ли ты то, что ты не сирота? Ar atsimeni tu tai, kad esi ne našlaitis? Это тот, кто послал Сына Своего, чтобы твои и мои грехи были прощены. Tai yra tas, kuris siuntė savo sūnų tam, kad tavo ir mano nuodėmės būtų atleistos. И Библия ясно и точно говорит, так тем более даст и все остальное. Ir šitą paraštę parašyta, kad tuo labiau duos viską, kas yra reikalinga. Я понимаю, что мы проходим все свой путь, и у нас разные ситуации. Бывает в свете солнца, а бывает сложно просто взгляд от земли оторвать. Aš suprantu, kad mes visi einame per gyvenimą ir turime savo situacijas, būna, kad šviečia ryški saulė, o kartais iš tiesų sunku pakelti Но galvą мысль, nuo которую я žemės. хочу тебе сегодня ставить, у тебя есть отец. Bet ta mintis, kurią noriu šiandien palikti tau, yra ta, kad tu turi tėvą. Я не знаю, что ты сегодня переживаешь в своей жизни. Ir aš nežinau, ką šiandien išgyveni savo gyvenime. Может, ты стоишь возле Иисуса, наблюдаешь за этим молодым человеком, который говорит, что у меня в жизни все классно, а у тебя в жизни не так. Galbūt tu stovi šalia Jėzaus ir stebi tą jauną žmogų, kuris pasakoja, kaip jo gyvenime yra viskas nuostabu, o tavo gyvenime nėra tiek nuostabu. Может, долина, это, как говорится, смертная тень, она такая темная, что тебе очень-очень тяжело. Gal tu eini dabar per mirties lygumą ir tu jauti, kad tau yra beproto sunku. Что бы ни случилось, Kad ir kas nutiktų, у тебя есть возможность прийти tu turi galimybę ateiti и сказать, Отец, ir pasakyti, tėve, ты знаешь мою нужду, tu žinai mano poreikį, ты знаешь мою боль, tu žinai mano ты знаешь skausmą, мое переживание. tu žinai mano išgyvenimus. И вы знаете, он все это знает. Ir jūs tikrai žinote, kad jis iš tiesų tai žino. И иногда, как верующий человек, говорю, Господи, неужели ты не знаешь? Aš kartais kaip tikintis žmogus sakau viešpatė, negi tu nežinai. И хочется прикусить язык, ты же верующий человек, ты же знаешь, что он все знает. Ir noriu prikarsti liežuvį, nes tu tikintis žmogus ir tu žinai, kad jis tikrai viską žino. Но ты как сирота, вот это как сирота стоишь и плачешь просто в пол, не знаю, захлебываешься и некому пожаловаться. Bet tu kaip tas našlaitis, irgi pasikūkčiodamas, žiūri į žemę ir tau atrodo, kad nėra kam pasirūpinti tavimi. У тебя и у меня Pas есть tave ir кому pas mane. пожаловаться. Yra tas, kuriam galima pasiskūsti. И Иисус говорит, неужели вы не думаете, не знаете, что я забочусь о вас? Ir Jėzus sako, negi jūs nežinote, kad aš rūpinuosi jumis. Завтра будет понедельник, Rytoj bus потом pirmadienis, вторник, po to ateis antradienis. может быть, еще пару дней протянем, но придет пятница. Galbūt dar išgyvensime kelias dienas ir galiausiai ateis penktadienis. Соберется вот эта куча проблем, может, каких-то нерешенных вопросов. Susirinks krūva jūsų Мы все- neišspręstų klausimų ir kitų problemų. Мы все физически устанем. Mes visi fiziškai pavargsime. И в тот момент, когда будет очень-очень тяжело,
Ir tą akimirką, kada bus labai labai sunku. И может не будет хотеться разговаривать ни с кем и вообще видеть может даже никого. Ir galbūt nesinorės kalbėti su niekuo, ir galbūt nesinorės matyti kitų žmonių. Вспомни, что у тебя есть Отец. Prisimink, kad tu turi tėvą. Я хочу сейчас с вами помолиться, братья и Ir dabar сестры, noriu друзья. draugė su jumis melstis, У нас mano broliai ir несколько минут seserys. Если в твоем сердце, в твоей душе Ir noriu pasakyti, kad jeigu tavo širdyje arba tavo sieloje все-таки есть какой-то груз, который тебя очень сильно давит, но ты понимаешь, ты верующий человек. yra kažkokia našta, kuri tave labai spaudžia ir tu supranti, kad tu esi tikintis žmogus, Не надо высказывать Богу недовольство. Бог, я тебе молюсь уже там 1000 лет, и я тебе много что дал, а ответа нету. nereikia rodyti Dievui savo nepasitenkinimo, sakant, kad viešpatie aš meldžiuosi jau tau 1000 metų, o atsakymų į savo klausimus neturiu, Без претензий, без ропота. be jokių pretenzijų, be jokių Просто расскажи о burnojimo. своей проблеме Отцу. Tiesiog papasakok apie savo problemą savo Как tėvui. Отцу, Kaip tėvui, как тому, кто любит себя. kaip tam, kuris Как tave myli, Тому, кто знает себя, Kaip имя, ситуации, проблему, яму, темноту, все, что любые можешь применить kuris слова. pažįsta tave, kuris žino tavo vardą, žino tavo tamsumas ir šviesumas ir viską, kas vyksta tavo gyvenime. Он все это знает. Jis visą tai žino.